Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем серию передач о талантливых молодых людях и об интересных молодежных инициативах. Сегодня мы хотим познакомить вас с неординарной молодой художницей Николь Барциц. Вообще все началось постепенно. Не могу сказать, что это у меня сразу как-то было такое озарение. Нет, это пришло со временем. Просто так получилось, что рядом со мной оказалось слишком много книжек, слишком много фломастеров, карандашей. И первое, на чем я рисовала, это на книжках. Была просто ужасным ребенком в этом плане. Я очень много хороших книг детских испортила, правда, очень таких необычных изданий. И не скажу, что ругали, нет. Никто об этом не знал. Никто не догадывался вообще, что я это делала. Я просто рисовала, быстро захлопывала книжку и сразу же прятала ее. Да. А потом уже потихонечку перешла на альбом и просто не вставая 24 часа сидела и калякала, малякала. Я могла сама дома сидеть спокойно, если мне хотелось что-то изобразить. Там, беру какую-нибудь книгу по той же биологии, допустим, да, это обычная школьная программа, даже если, то есть я с нее и срисовывала, потому что биология на тот момент мне было очень интересно. И там было изображено много там человеческих частей тела и анатомия элементарная. То есть с этого я все потихонечку начинала, да, как устроено сердце, как устроены легкие. И я потихонечку делала так набросочки, и вот так вот рука у меня и набилась. То есть из подручных средств в буквальном смысле все просто под носом. И ты можешь из этого уже брать какую-то базу. Да. Но потребности ты не чувствовал, да? Пойти к учителю, допустим? Потребности такой прямо не было. У меня просто были какие-то вопросы, да, и я хотела бы узнать у более опытных людей, у старших, которые занимаются этим уже много лет. И да, у меня, конечно, есть один человек, педагог, и я иногда задаю до сих пор вопросы, как использовать, как работать с акварелью, как ее наносить, а можно ли ее использовать в таком-то случае. И я слышу, конечно же, ответы, то есть те, которые меня устраивают и не устраивают. Но это обязательная часть. Если ты хочешь что-то знать, обязательно спроси. Понятное дело, что мне пришлось поступить в АГУ, и мне просто было интересно, так как я знала, что там графика существует не так долго, я туда поступила с большим интересом, чему же меня научат. Были педагоги, которые вот прямо ставили на место, говорили, если вы не сделаете, вы не получите достойную оценку, и, то есть гоняли туда-сюда. И нам это безумно нравилось, то есть это очень важно, да, когда педагог тебе говорит, вот если ты хочешь, давай работай, давай делай. Главное же подача, да, педагога, иначе ты работать не будешь сидеть и, опять же, сложа руки и просто думать, сейчас из пальца высасывать, не вариант. И это тебе дает какой-то стимул работать над собой, ты, конечно, бегаешь, мешкаешься, это когда я на первом курсе Илона Шална Зантария, она наш педагог была, и она давала нам очень интересные задания. То есть фактуру, передать, как лежит ткань, и это все надо было линией, да, то есть ты сидишь дома и отрисовываешь. Это было действительно очень интересно. То есть учитель тебе говорит, сделай так, как бы ты реально захотела бы сделать. Это твое лицо. Если ты изобразишь грязно, неинтересно, некрасиво, это и есть ты. Если ты изобразишь
аккуратно, чисто, с блеском, то это тоже твое лицо. То есть большое уважение к своему делу. Это очень важная роль. Ты должен любить свое творчество. Если ты постоянно, хорошо, можно быть неуверенным в себе, говорить постоянно. Самокритика – это прекрасно, это хорошо, да, но не переусердствовать. Постоянно говорить: господи, да что я могу, я ничего не умею, я бездарь, я несчастный человек. Так не пойдет. Ты должен знать, потому что твой талант в тебе начинает обижаться на тебя. И просто вот один прекрасный день развернется и уйдет. Потом будешь сидеть и ничего не делать. И ты это когда заметишь, уже будет поздно, да, восстанавливать, вот звать музу назад. Она собрала чемоданы и просто уехала куда-то, да, к другому человеку, так сказать. Вот и все, так и происходит. Это жизнь, да. Мне нравится. Книжная иллюстрация, она требует к себе вообще максимальное количество времени. И это слишком тонкое искусство. Это ювелирная вообще работа, по моему мнению. Это вот действительно как делать ювелирное украшение, потому что ты сидишь и отрисовываешь вот каждую деталь. Вот у меня есть книга, да, Кэрол Льюис «Алиса в стране чудес». Старое издание, бумага такая прямо, вот как будто она сделана из туалетной бумаги. Вот действительно, такая мягкая-мягкая. Очень старое издание. Вот я там наблюдаю, то есть там есть такие иллюстрации. Я, к сожалению, не запомнила самого иллюстратора. Но там вот смотришь и думаешь, вот, как долго человек шел к вот этому почерку. Как долго он набивал свою руку, чтобы линия выглядела так, как будто она реально живет отдельной жизнью. То есть вот художник – великий мастер. Это как еще есть, да, английский художник Бирдслей. Вот у него, он умер очень молодым, если я не ошибаюсь, он болел туберкулезом. Очень обидно, потому что у него работы больше монохромные. И человек, как это, вспышка в жизни. Мало прожил, но много сделал, много оставил после себя. Яркая личность, очень. И работа у него мистические, сложные, но человек очень любил свое дело, очень любил. Хоть и чувствуется, что он в глубине души очень, не то чтобы одинокий, просто какой-то отчаянный человек. Я лично его таким ощущаю. Изначально, да, мне была очень интересна акварель, потому что это такая моя стихия. Я более-менее научилась с ней работать. Ну, акварель так просто не приручить. Она к себе, опять же, требует много времени и внимания, потому что ее надо постоянно изучать и надо с ней играть. Потом же тушь, чернила, гуашь. Это все, это вот все мои друзья, можно так сказать, потому что я с ними постоянно сижу, работаю, и до масла я не хочу пока добираться, до акрила нет. Но рано или поздно я до этого дойду, конечно, надо что-то менять в жизни, форматы, но пока что мне комфортно работать с акварелью, да. Ну, это у меня не первый год. Это у меня началось где-то года 3 назад. То есть человеку просто нравится, человек ко мне подходит, спрашивает, смогу я это сделать или нет. Обычно это портреты? Вот интересно. В основном портреты хотят, но я не люблю, я не портретист. Я могу, да, через себя вот это сделать, могу попробовать. Я могу даже прекрасно это в прекрасном исполнении все сыграть, но
Я не люблю просто это. Пока что не дошла, видать, до этого. А так просто люди подходят, спрашивают, осилишь этот жанр? Я говорю, окей, нет проблем, села дома. Но это же для меня, опять же, задание, да, вот никогда не знаю, что тебе закажут, вот именно в каком стиле, какой персонаж, может быть, это вообще, опять же, натюрморт, все равно это такое задание. Сидишь дома и работаешь. Это тоже для тебя урок. То есть каждый человек, который делает мне заказ, это мой учитель, опять же. И вот это и дает тебе расти дальше. Ну, просто так вот получается, что человек, вот, который делает мне заказ, он прекрасно осознает, что за это надо как бы платить, потому что это труд, потому что это вклад, это душа, и здесь уже с ним не поспоришь. Вообще я люблю абсолютную импровизацию, люблю играть с пространствами, то есть люблю изображать места, вот, напоминающие фильм Люка Бессона. Какой? Ну, как «Город тысячи планет», как «Пятый элемент». То есть я очень вдохновилась его произведениями. Это невероятные фильмы. И, если честно, я бы хотела оказаться в этой реальности, правда, один раз хотя бы, на 2 часа, потому что там немного страшно, и я бы хотела вернуться быстро назад домой. Но там у него очень красиво, действительно. Это человек, у которого голова реально работает. И не только голова, у него самое, что ни на есть, насыщенное воображение, и душа полна, не знаю даже, как это описать. Это не простой человек для меня. Это не просто человек. Это человек трудяга. Вот захотел воплотить свою мысль в реальность и охватил весь мир, так сказать. Нет, есть много друзей, которые, да, имеют к этому отношение, к искусству. Есть друзья, которые могут учиться на экономическом факультете, но они все равно вот этим интересуются. То есть вот искусство – это такая вещь, которая привлекает абсолютно все сферы, все профессии. Ну, не может такого быть, чтобы человек за всю свою жизнь ни разу, да, там, пока говорит по телефону, не покалякал что-то на бумаге, да, это тоже все равно. Ты смотришь, и это тоже можно продать за большие деньги в Европе. Опять же, стереотипы. Я все к этому свожу. То есть кому как попадет. Ну да, окружение вокруг вот меня есть люди, которые понимают, да, мой взгляд на мир. И они сами также размышляют, но они не могут себе, да, позволить изобразить то, что у них в голове. И поэтому, как сказать сейчас, таких людей я не могу им сопереживать или что, но обидно, да, когда ты очень хочешь воплотить в реальность то, что тебе не дает покоя. Хочешь это изобразить, это показать людям, но ты не можешь, потому что у тебя нету никакой базы. Просто не умеешь работать с материалами. А кто-то умудряется это сделать, даже не имея никакого образования, никаких вообще никакого отношения к искусству, но просто из интереса. И такие люди умудряются пробиваться. Всегда интересны те художники, которые ближе ко мне, да, по стилю, по исполнению, по работе с материалами. Ну, мне очень нравится Гурампар. У него очень насыщенные работы. И вот тоже, да, с такой отголоской, как будто тоже человек насмотрелся Люка Бессона. Но вот смотришь, у него есть прекрасная, да, вот передача работы с линиями, с формами и фактура. То есть я очень люблю искать фактуру. Художник или дизайнер, неважно, это коллекционер. Он везде ищет, да, вот где у кого вот
каждый друг у друга учится. Не могу сказать, что прям вот ты по чужим следам ходишь, но без этого принципа никак. И вот когда я хожу на выставки, я вот интересуюсь, смотрю, вот как он с этими материалами. А вот так вот он сможет сделать, ну ладно, и я так, может быть, попробую дома сделать. То есть всегда надо изучать других. Это тоже, да, уважение, это тонкий подход. И если есть смелость, ты уже можешь, да, от первого лица уже просто услышать, да, вот спросишь, как вот, где вы находите эти материалы, где вы покупаете, где вы заказываете, и уже просто как поддерживаете коннект. У меня нету такого вот, что чему я очень хочу научиться. Нет, я должна себя искать, я должна доказать самой себе, что я могу отличаться почерком. Я должна сразу, чтобы узнаваемой быть, да, то есть смотрят и сразу знают, вот это почерк, вот, чисто ее, ну это цветовая палитра, чисто ее. Но я больше колорист. У меня фанатизм больше по цветам. И я дома постоянно вот пересматриваю, какие цвета сочетаются, не сочетаются. И это больше в работах цветовое, вот эта игра цветов, она больше наблюдается, ежели чем какие-то персонажи или сам сюжет. Главное – цвета. А бывает такой застой прям на месяц, два, три, полгода. По-разному. И ты к этому нормально относишься? Нормально отношусь, потому что надо иногда отдохнуть духовно и, как сказать, искать инспирацию, постоянно куда-то выезжать, да хоть на Новый Афон, я не знаю, там очень красивый берег, вот без шуток. Если там одна стоянка, знаете, да, вот эту ракушку, она очень яркая, она очень привлекательная, и она уже намекает, давай нарисуй меня там во всех деталях, со всеми мозаиками, ну давай там, это же есть, я и есть твое задание. И вот ты сидишь и думаешь, ладно, хорошо, я тебя сделаю, я тебя изображу, это не проблема. И то есть ты везде должен искать задачу. Даже если ты нарисуешь куст, куст тоже к себе требует, да, какой-то фактуры, какой-то прорисовки специальной, и ты должен его так передать, чтобы все поняли, что это куст. Вот, собственно, самое главное, чтобы человек понял, что ты изображаешь. А бывают такие работы, когда человек не понимает, что ты изображаешь. Очень часто. Очень часто. Это плохо? Это почему? Каждый как смотрит, то есть у каждого свое. Вот еще раз говорю, это как русская рулетка. Кому-то вот прям вот выстрелит, вот понравится, а кто-то скажет, да непонятно вообще, что это такое. Ребята, пойдемте дальше на живопись посмотрим, на элементарную живопись. Да. Такой была наша встреча с художницей Николь Барциц. Мы желаем ей удачи в осуществлении творческих идей. До новых встреч в эфире.